За жизнью села Бяскёль после событий 7 августа 2021 года наша съемочная группа следит неустанно. Лично я была здесь несколько раз, последний в октябре. Сегодня мы вернулись для того, чтобы узнать, как сложилась жизнь сельчан после страшной трагедии. Утром я подоила коров, потом накормила телят и зашла домой. В это время я пью чай. Ровно в этот момент все и произошло. 7 августа в 10:30 утра. Тогда было очень жарко, ветрено, в дыму. Даже человека невозможно было разглядеть. Так страшно было. После того, как выпила чай, МЧСники пришли и сказали всем выйти. Будем поливать водой дом. Все было спонтанно. Мы и не думали, что все сложится так. Остались в чем были, в чем вышли из дома. С тех пор мы его и не видели. Все сгорело. До сих пор поверить в случившееся жители села не могут. В тот день сотрудники МЧС вывели семью пенсионерки Дианы Алексеевны из дома. А они, подумав, что скоро вернутся домой, с детьми направились на почту за пенсией. Обратно их уже не пустили. Огонь подступил к домам. Всем сказали идти в школу. Сообщили, что туда прибудут автобусы. В это время КамАЗ пригнал трактор. И когда водитель КамАЗа спросил, кто поедет с ним в Бердигестях, мы сразу отозвались. Было ужасно дымно, страшно. Так мы и уехали. По дороге в 20 километрах от села проехали через 2 огня, прямо сквозь пламя. Водитель спокойный попался, успокаивал нас, говорил: «Не пугайтесь, все прояснится, все будет хорошо». Какое-то странное чувство, оказывается, от шока, сознание становится ватным. Только и думаешь: жива, оказывается. И ничего же нет вокруг, ни позади, ни впереди. Все, что накоплено годами, как у новорожденных, ничего нет. Куда пойти, кто за мной будет смотреть, детей куда пристроит, кто их приютит. Потом нас успокоили. Добро народа помогло нам и спасло. Этот пристрой был деревянный, вот поэтому он сгорел, вот с этого начался. Ну, так прямо шел оттуда. Когда мы приехали, уже за 5 минут здесь все полыхало. Ну, где-то 5 минут, наверное, я так думаю. А там часы никто не смотрел, наверное. Да дым, все красный. А так вот водовозка там. Спасать приехал, а он сам сгорел. Все, как будем жить дальше? Корову как будем, когда начинаем выводить? Я думал так, уже фермы-то нету, только наши голые стали, только в тапочках некоторые это мои тоже еле успели выпрыгнуть, выскочить из дома. И все. Я первый раз, это впервые ваше, я паниковала. Крестьянское хозяйство Алексея Петрова самое крупное в селе. Здесь расположено несколько родовых ферм. Пожар уничтожил большинство из них, практически обескровив местную экономику. Предприятие Алексея Петрова до сих пор не восстановилось полностью. Вот прошлый год до пожара на осени у меня 2 фермы было. Поэтому там 250 голов держал. Потом некоторые телята, когда это пожар был, внутри фермы стояли. Они выскочили, и там их психология, наверное, удрали. До осени гнались-то не поймали. Пожар уничтожил имущество, но не силу духа атамайцев. Не сдались, отстояли и даже улучшили прежнее положение. Сейчас нынче вот одно это только... Коровник там уже 160 с чем-то телят, еще 70, до года
Не до года, а уже годовалые. А так уже телята там 70 свыше. Так места там вообще нет внутри. Но вы сейчас будете достраивать же, да? Да, это стараемся. Мы там все инстанциях написали. Там пока это кризисом пока ничего не известно. Сказали, что в марте что-нибудь. Уже март ушел, уже апрель, а то в мае будем ждать. И все же с современным оснащением коровника со скотом управляться легче и быстрее. Внутри круглый год тепло, имеются и душевые, и чистые просторные кабинеты для сотрудников. В общем, жизнь, несмотря ни на что, налаживается. Сам Алексей Петров признается, скоро передаст ферму сыну. Постепенно спокойствие вернулось к сельчанам. Люди собираются на главной площади и провожают зиму. Самый сложный этап позади. Морозы пройдены. С наступлением весны зарождается новый этап в Бяскёле. Сегодня это место выглядит совсем по-другому, но еще 7 месяцев назад на выжженной земле начали заново отстраивать целый микрорайон, в котором сгорело 30 домов и 8 хозяйственных построек. Жители микрорайона вернулись на старые участки. Вернулась в деревню и Диана Алексеевна с семьей. Когда-то на участке семьи Жирковых помимо дома имелось и небольшое хозяйство. Кроличья ферма, огород, теплица, трактор и хатон. Все это сгорело за считанные минуты. И если постройки и трактор удалось возместить и восстановить, то хозяйство все еще предстоит. Огонь кидал сучья на 20 метров. Попало в дом, в сено. У нас сено сгорело, 2 коровника сгорело. В одном из них 80 кроликов было, только в клетке. Сколько бегало по хлеву и находилось под полом, никто не знает. Курицы, свинья – все сгорели. Сын пытался спасти, открыв дверь коровника, выгнал свинью. На подороге, говорят, ее поймали собаки. Телят сын тоже выгнал, а у коров бедных обгорели копыта и вымя. Наблюдали, наверное, как строится ваш дом. Ну да, коровник бригаде Сахаплем объединения муж с сыновьями помогли построить. Такие хорошие ребята за 10 дней управились. В то, что отстроить целый микрорайон за рекордно короткие сроки возможно, мало кто мог поверить. Материал, который использовался при строительстве МХМ-панели, в республике не пользуется спросом. Считается, что пережить суровые якутские морозы в таких домах невозможно. Но сегодняшняя ситуация доказывает обратное. Очень хорошо дома. На старости лет даже ванная и туалет внутри появились. Перезимовали благополучно. И коровник тоже теплый оказался. Современный, не как раньше. Холодно ведь в минус 50 сено заносить. Тоже целое дело. А сейчас на мобильном песню включаю и, подпевая, работаю. Безусловно, пожар во многом повлиял и на развитие деревни. Так, к 2024 году будет построена новая Атамайская среднеобщеобразовательная школа. Старое здание 1982 года постройки уже давно непригодно для обучения детей. Вопрос строительства новой школы в селе в прошлом году был включен в перечень поручений президента страны Владимира Путина. К слову, сегодня Атамайская школа входит в десятку лучших агропрофилированных образовательных учреждений республики. 100% ее учеников ежегодно поступают в вузы и СУЗы, от 10 до 20% из них по агропрофилю. Школа имеет свое подсобное хозяйство, имеется крупный рогатый скот, лошади, и еще вот летом растениеводством занимаемся.
Но следы трагедии 7 августа не исчезли бесследно. Бяскёль продолжает сталкиваться с последствиями пожара по сей день. К примеру, некуда девать сгоревшие остатки от микрорайона, бревна, технику, личные вещи. Временно их сложили неподалеку от Кискила, но очень быстро там образовалась несанкционированная свалка. По словам администрации Наслега, региональный оператор отказывается вывозить мусор. Тут яма была в большой карьере, вот полностью вот яма На мусоре, да, замусорили, ага. Надо ее в кратчайшие сроки рекультивацию сделать, потому что вот данная территория уже по генплану проходит как участки для жителей. Кроме того, очистить сгоревший лес от мертвых деревьев близ села сегодня не представляется возможным. Такие полномочия есть только у федеральных органов власти. А на то, чтобы элементарно выкопать минеральную полосу к предстоящему сезону, не хватает денег. Уже по пожарному требованию минерализованная обустроенная полоса у нас составляет около 3 километров. И вот посчитали локальную смету, у нас получилось 6 миллионов 800 рублей. И наш бюджет муниципального образования, конечно, вот все эти деньги не подтянет. Отголоски 7 августа еще долго будут преследовать атамайцев. Но, как говорят сами жители, жизнь идет, и все пережитое остается только в памяти. Не сдались бяскёльцы, потомки героя Советского Союза Владимира Дионисьевича Лонгинова. Пережили страшную трагедию и нашли силы вновь двигаться дальше. Но впереди у села еще испытания. Не допустить паводка и, в первую очередь, лесного пожара. Сарглана Неустроева, Семен Семенов, Горный район.